Эй, ребят, отвлеки. Let's go. Эй, ребят, отвлекитесь. На обзоре у нас сегодня девушка. Точнее, танк, управляемый девушкой. Дамы и господа, разрешите представить М7Y в стиле «Чайка оперенная» с его верным командиром Красной Фурией. Что ж, давайте посмотрим, из чего сделаны эти красотки. Ладно, я вам сейчас покажу. Вперед! Стой. Помни про возрастные ограничения. Думаете, Красную Фурию можно остановить? Думаю, отсутствие крутого костюма тебя остановит. Ты чего? Нечего было пялиться. Да, я на танк смотрел. На танк смотрел. Ладно, хватит болтовни. Я сюда пришла делом заниматься. Здесь я диктор, я ведущий, поэтому я только что понял, что говорю с нарисованным человечком. Поехали знакомиться с тачкой. Все мы привыкли к обычным формам башни. Таким, и даже таким. Но у Чайки она не совсем обычная. И дело даже не в форме. В общем, давайте подумаем, что может находиться в башне. Командир, заряжающий, наводчик, снаряды, может быть, сумочка Красной Фурии и неожиданно двигатель. Йохи, очень странная семейка. Да, вас могут обездвижить в башню. Это плохая новость. Кажется, приехали. Хорошая. Этого можно избежать, повернув башню на противников заранее, перед опасным участком дороги. Процесс вращения башни не быстрый, и на фоне некоторых ТТ 8 уровня это может быть особенно заметно. Как будто смотришь индийское кино, где главный герой оборачивается, имитируя замедление. Поэтому придется набраться терпения. Пробить Чайку в лоб башни, которая тут на минуточку 300 миллиметров, большинству танков 8 уровня будет как минимум очень сложно. Но вот эта башенка, она любит пробитие. Инженеры специально сделали ее для противников, чтобы те могли стрелять в башню, пока стреляют в башню. Извини, тушить не буду. Спешу. Благо, башенка немного смещена в правую сторону. Поэтому спрятать ее в перестрелке или хотя бы уменьшить площадь попадания можно. Для этого нужен правильный угол, либо рельеф.
В первом случае вы играете слева от укрытия и не показываете противнику Ахиллесову башню. Во втором варианте на сцену выходит УВН. Угол склонения орудия в минус 12 градусов позволяет занимать самые крутые неровности и ловить одобрительные взгляды шведских ТТ. Как и у всех йохов, корпус Чайки тяжелый, а тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно. Настолько надежно, что ВЛД почти не пробивается базовыми снарядами одноклассников даже на ближней дистанции. Про большое расстояние и говорить нечего. А бортами, если их не перекручивать, можно танковать из-за укрытия. Большего Чайки и не надо, лишь выдержать удар перед рывком. С такой большой головой можно подумать, что наша Чайка не летает. Отчасти это так. Я в порядке. Все под контролем. Имея под капотом не обычных скаковых лошадей, а, скорее всего, лошадей Чокто, типа лошадь чуть меньше пони, машина не спеша набирает свою максималку. Ну вот, как он, или вот он даже. Поэтому ее удел ехать на позицию в общем потоке ТТ. Не спеша, любуясь видами и тем, как союзники впереди уже теряют очки прочности. Однако свою подвижность М7Y променял на маневренность. Думаете, прогадал? А как же параллельная парковка? Да любой союзник пожмет вам руку, если на позиции вы не будете царапать его танк, и, наконец, никто не сможет зайти к вам с тыла. В общем, польза быть медленным и одновременно ловким, несомненно, есть. Вдобавок, М7Y, как и его собратья, имеет характерную семейную черту – резервная гусеница. Своего рода оберег вашего ремкомплекта. Вот вам сбили гусеницу. Руки прочь от клавиши ремонта. Вы все еще на ходу. Откатитесь, дождитесь ремонта, возвращайтесь. И вы сыты, и ремкомплекты целы. Поговаривают в семействе Йох фраза «меня держат на катке» вообще относится к фигурному катанию. Вооружена Чайка, как подобает настоящему агенту. Пулемет сверху, пулемет сбоку, и еще один здесь и вот здесь. Но главное, это незаметный 120-миллиметровый дамский сверчок. Любителям дуэлей 1 на 1 соболезнуем. Эта пушка не про это. Средний урон в минуту ниже, чем у большинства ТТ 8 уровня. Но вот альфа... это уже другой разговор. Тактика размена с противником тут работает почти идеально. Выкатились, выстрелили, откатились. Главное, не перепутайте. Чтобы урон был стабильным, как традиция перед боем смотреть в дуло, нужно попадать. И это не проблема, когда вы один из самых точных ТТ 8 уровня. Проблема может быть с пробитием. А нет, тут тоже никаких трудностей. 226 мм пробоя на базовом снаряде более чем достаточно для ТТ 8 уровня. А если цель не тяжелый танк, а что-то быстрое, маленькое и колесное? Ну что ж, скоро поезд подкалиберный дуло-корма отправляется со станции. Время полета быстрее, чем колесник успеет удивиться. Кстати, специальный снаряд тут тоже очень неплохой. Летит почти так же быстро, как и базовый, а пробивает целых 270 мм брони. Любой крепкий орешек будет расколот. Будучи не очень подвижной, но крепкой и с хорошим орудием, Чайка предпочитает тяжелый, размеренный геймплей. Поэтому едем на фланг СТ. Так, стоп. Это старый сценарий. Вот, да, вот. Едем на фланг ТТ. Приехав, скорее всего, не первым, занимаем свободные места, не толкаемся. Играем от борта, предпочтительно выезжая слева от укрытия. Не нужно искушать противников своей башенкой. Если вдруг становится ясно, что бой не движется и никто не проявляет желания его двигать, пробуйте сами. Начинайте двигаться от укрытия к укрытию, изредка поворачивая корпус, чтобы противнику было сложнее выцелить НЛД. Главное – сподвигнуть союзников на решительные действия.
Помните, здравая оценка ситуации, а не просто Рашулло, ваш лучший союзник. Как и любому специальному агенту перед операцией, машине требуется тщательная подготовка. Первые 2 слота занимаем закалкой и досылателем, а в третий выбираем стабилизатор или турбонагнетатель. Оба этих варианта имеют место быть. Первый, когда вы собираетесь пострелять на дистанции. Второй, если нужно успеть на позицию чуточку быстрее. И подтягиваем отстающие характеристики полевой модернизации. Все, вы готовы к бою. Теперь о главном. Как получить данный танк? По сути, все просто. С 30 августа по 11 сентября в боевом пропуске откроется дополнительная глава. Активируете, играете, получаете танк. А за прохождение улучшенного варианта главы, симпатичного командира и стильный 3D-костюм «Чайка оперенная», в котором машину просто не узнать. Это тебе не очки надеть и раствориться в толпе. Наша героиня любит выглядеть вызывающе. М7Y. Еще один йог. Сколько их уже? 4 или нет? 5, да. И вот еще один. 6-й йог под номером 7. Люблю последовательность. Я, Красная Фурия, ответственно заявляю, что это прозвище мне досталось не просто так. И я не позавидую тому, кто в этом усомнится. В бой! Кому-то может показаться, что командир из меня никудышный. Мне казалось, мы с тобой уже закончили. Когда кажется, нужно креститься. Да, Красная Фурия, лучшая воровка на свете, специалист по секретным миссиям, и на тебе, командир какой-то железяки. Система экипажа эволюционирует уже несколько лет, и теперь мы готовы представить обновление системы экипажа. Система экипажа эволюционирует уже несколько лет, и теперь мы готовы представить обновление ее самого важного элемента — навыков. Во время тестирования мы проверили, как работает система, и внесли несколько балансных правок. Вот как работает система навыков экипажа. У каждого танкиста есть всего 6 слотов для основных навыков. Нулевые тоже учитываются в этом ограничении. При этом основное их преимущество осталось. Они не повышают цену в опыте для последующих. Инструкции тоже не помогут обойти ограничения, ведь они не могут дать эффект 7-го навыка, если прокачано 6. Зато всегда могут усиливать уже прокачанные. Если к моменту выхода обновления у вас есть члены экипажа с более чем 6 навыками, то все лишние навыки сбросятся, а вы получите компенсацию в виде учебных материалов. Есть хорошая новость для танкистов, которые выполняют сразу несколько обязанностей. Это система бонусных навыков. Если у члена экипажа есть дополнительные специальности, то их навыки будут прокачиваться параллельно с основными. Прокачав 2 навыка основной специальности, вы получаете по 1 навыку в каждую из дополнительных специальностей. Всего для каждой дополнительной специальности можно изучить до 3 индивидуальных навыков. Бонусные навыки не требуют дополнительного опыта и не увеличивают общее время прокачки. Теперь у каждого танкиста на выбор есть 3 групповых и 6 индивидуальных навыков. Есть из чего выбрать, ведь добавлено 15 новых. К примеру, координация у командира ненадолго улучшает время сведения после обнаружения противника.
старые навыки подверглись ребалансу. Некоторые стали полезнее, как, например, звуковая разведка. Пожаротушение теперь индивидуальный навык радиста, то есть его не нужно качать всему экипажу. Часть навыков осталась без изменений. Итого, у каждого танкиста есть всего 9 навыков на выбор и только 6 слотов основной специальности. Какие прокачать, а от каких отказаться – решать вам. При этом навыки, которые можно прокачать нескольким танкистам, теперь полноценно работают только когда они есть у всех. Если у вас 2 заряжающих, а вы прокачали навык у одного, то он будет работать с 50% эффективностью. Это сделано, чтобы сбалансировать машины с большими и малыми экипажами. Нововведение могло бы стать проблемой на танках с необычным распределением ролей у экипажа, поэтому мы исправили многие такие случаи. Дублирование бонусных специальностей и тому подобное. К примеру, раньше у AMX-50B было 3 бонусных заряжающих, теперь только 1. После прокачки всех 6 основных навыков ассы смогут обучать ваших кадетов. Половина заработанного опыта экипажа ваших танкистов с 6 навыками будет зачитываться в общую постпрогрессию. Наберите 100 тысяч и получите универсальное учебное руководство, которое поможет прокачать новые экипажи. Учтите, что он не начисляется на аккаунт сам по себе. Его нужно забрать на экране постпрогрессии или в окне учебных материалов. Независимо от того, заберете вы награду или нет, шкала начнет заполняться заново, приближая вас к следующей. Если вы захотите сбросить навыки сразу у многих экипажей, используйте новые кнопки в казарме. Первая сбрасывает все навыки всех экипажей, включая нулевые. Их теперь тоже можно сбросить и выбрать другие. Вторая кнопка автоматически заполняет пустые слоты навыков. Но чтобы настроить экипажи под свой стиль игры, лучше переназначить навыки вручную для экипажей любимых машин. Это делается быстро и просто, если в окне навыков выбирать сразу все необходимые. Первые 30 дней после входа в игру вы сможете сбрасывать навыки сколько угодно. Воспользуйтесь этим месяцем, ведь после него каждый танкист будет иметь только 1 бесплатный сброс, неограниченный по времени. Изучайте навыки и не бойтесь экспериментировать. Найдите навыки под свой стиль игры и сделайте своих танкистов настоящими асами. Приветствую, бойцы! Сегодня вы узнаете, как видеть все, как быть глазами и ушами команды. Разворачивайте стереотрубы. В этом видео мы не будем подробно описывать все механики засвета. Это уже сделано в видео, которое будет в подсказке и в описании. Информация в нем актуальна и на сегодняшний день. Сегодня мы вкратце пройдемся по механикам и побольше расскажем о том, как их использовать. Шестое чувство – это способность, которая есть по умолчанию у всех командиров. Она показывает, что ваш танк обнаружен, но не сразу, а спустя 3 секунды после засвета. Стандартное время выхода из засвета – 10 секунд.
Дальность связи – дистанция, при которой будут отмечаться иконки танков на миникарте. Ваша дальность суммируется с союзными танками, поэтому обычно дальность связи не проблема. Но порой может помешать владеть информацией по карте, особенно на низких уровнях. Круг отрисовки – это радиус, в котором вы в принципе можете видеть танки, обнаруженные вами или союзниками. Круг обзора – это радиус, в котором вы теоретически можете сами обнаружить танк. Максимальный круг обзора составляет 445 метров, но не факт, что вы обнаружите противника на этой дистанции. Ваш обзор всегда урезается маскировкой противника. Подробнее о ней в следующем выпуске. Из-за маскировки и стоит прокачивать обзор выше максимальных 445 метров. Дальше этой дистанции вы не сможете светить, но дополнительные метры будут работать на демаскировку. То есть у двух танков с обзорами в 445 и 500 метров будет одинаковая максимальная дальность – 445. Но при этом танк с обзором в 500 метров найдет спрятанного противника намного раньше. Растительность сильно увеличивает маскировку. Чем больше кустов между вами, тем сложнее обнаружить машины. Если стоять ближе 15 метров к кусту, так чтобы растительность в прицеле была полупрозрачной, то вы получите маскировку от куста без штрафа к обзору. Но если отъехать на 15 метров, тогда уже и вы не сможете светить, но, вероятно, сможете безнаказанно стрелять. Кусты теряют маскировочные свойства при выстреле только в радиусе 15 метров. Даже самая прокачанная маскировка и кусты не спасут на расстоянии ближе 50 метров. На этой дистанции вы гарантированно обнаружите любой танк, как и он вас. Игроки метко назвали эту механику рентгеном, и ее стоит держать в голове, потому что рентген — единственный способ обнаруживать танки за сплошными препятствиями. Еще важно знать, что танки видят обзорными точками. У любой машины их две. Чтобы обнаружить противника, нужно, чтобы любая ваша обзорная точка пересекалась с одной из его габаритных точек. То есть нельзя светить корпусом. Имейте это в виду, когда выезжаете из-за угла. Вот один из примеров того, как можно использовать это знание. Если вы не обнаружены, а противник вот-вот заедет за укрытие, можно подождать, пока он не заедет наполовину, и выстрелить. Так вы не засветитесь после выстрела, ведь его обзорные точки уже будут за препятствием. Конечно, если где-то рядом нет его друзей. А если препятствие разрушаемое, то вам придется его разрушить, чтобы увидеть противника. Логично, правда? Имейте в виду, что другие танки или их уничтоженные остовы не работают как препятствие для обзора. Прострелить их нельзя, а вот обнаружить сквозь них противника можно. Проверить куст на наличие противника можно вовсе не обнаруживая его. Прицельтесь в куст и поднимите камеру как можно выше. В этом поможет тактический обзор, который можно включить в настройках игры. Выстрелите и посмотрите, попал ли снаряд куда-либо позади куста. Внимательно следите за трассером. Если он исчез в кусте, либо это снаряд-волшебник, либо он все-таки попал в танк. Но проще все-таки обнаружить противника классическим способом. Чтобы эффективно светить, нужен хороший обзор. Важнее всего это для легких танков, но и для остальных типов будет не лишним. Средним танкам обзор поможет выполнять работу разведчика, когда на фланге нет легкого танка. ПТСАУ с хорошим обзором могут чаще обнаруживать цели сами для себя. Тяжелым танкам обзор помогает, как минимум, реже получать урон из ниоткуда. Имейте в виду, что ваш обзор уменьшается при повреждении обзорных приборов, оглушении экипажа и ранении командира. Для всего этого есть ремкомплект и аптечка, но используйте их только тогда, когда вам действительно нужен максимальный обзор. Мало ли что вам могут сломать следующим выстрелом. Как улучшить свои возможности разведчика? Навыки «Орлиный глаз», «Радиоперехват» и «Боевое братство» увеличат дальность обзора. Все три полезны и рекомендуемы к прокачке. На классике список навыков не заканчивается. Есть еще много интересных и полезных. Экспериментируйте.
Снаряжение. Дополнительный паёк заметно улучшает обзор. Оборудование. Просветленная оптика – это нестареющая классика, которая сильно увеличивает дальность обзора. Оптику нужно устанавливать на практически любой легкий танк, причем в первую очередь. Установить ее на средний танк или ПТСАУ порой тоже не будет ошибкой. Командирский обзорный прибор почти так же важен для разведчиков. Во-первых, прибор уменьшает бонус маскировки противников от растительности. А поскольку танки часто прячутся в кустах, у вас будет заметно больше шансов увидеть их. Во-вторых, он уменьшает маскировку противника в движении. Это полезно против любых типов техники, но особенно против легких танков. Ведь обычно у них нет штрафа к маскировке в движении, а с обзорным прибором появится. Улучшенное радиооборудование увеличивает время засвета противников, обнаруженных вами, на 2 секунды. А еще уменьшает время засвета вашего танка на те же 2 секунды. Тоже может быть полезно, хотя и не слишком популярно. Стереотруба хороша при пассивной игре в одном и том же кусту. Она улучшает обзор, причем сильнее, чем просветленная оптика. Но это работает только когда танк не двигается. Оптика работает всегда, и поэтому более универсальна. Но стереотруба может дополнить оптику, например, на средних уровнях, на которые нельзя установить командирский обзорный прибор. В таком случае вы становитесь еще более заточены под перебежки от одного куста к другому. И, наконец, реализация. Ваша главная задача – выживать и обнаруживать спрятанных противников до тех пор, пока они существуют. Вы не поможете команде, если дадите засвет в начале боя и уйдете в ангар. Весь остальной бой ваша команда проведет без разведчика, а у противника он останется. Но и не стойте дальше всех. Играя на легком танке, помните, что ваш обзор всегда уменьшается кустами и маскировкой. Чтобы эффективно светить, подбирайтесь как можно ближе к позициям противника, но опасайтесь вражеских разведчиков и дистанции рентгена. Ключевое в работе разведчика – это не его метры обзора, а то, как он ими пользуется. Главное – это правильная позиция. Знание маршрутов разъезда и ключевых кустов для их засвета – уже половина успеха. Смотрите на игру опытных танкистов и запоминайте позиции. Вторая половина успеха – умение менять позиции вовремя. Следите за ситуацией в бою, чтобы вовремя отступить или продвинуться вперед. Вам нужно одновременно быть как можно ближе к противнику и при этом оставаться живым. На сегодня все. Покажите это видео друзьям, которые светят ярко, но очень недолго. В следующем выпуске мы разберемся с маскировкой. До встречи! Посмотрим. Много